Добрый день! В эфире самая позитивная программа «Беремес Видимес». В течение ближайшего времени мы будем заряжать вас отличным настроением для того, чтобы вы берегли себя и своих близких, оставаясь дома. Как рассказывают нам наши онлайн-гости, карантин можно пережить очень весело и позитивно. Я Наталья Райм, и сегодня моя собеседница невероятно красивая и талантливая представительница династии Серкибаевых, скрипачка Жабеля Серкибаева. Добрый день! Добрый день. Кто нас смотрит? Ну, я, конечно же, сейчас с большим удовольствием приветствую всех, кто организовал это прекрасное мероприятие. Вообще, наверное, карантин нас научит пользоваться онлайном. Замечательно. Вот мы сейчас так настраивались сложно. Я уже нервничать начала. Наверное, я перед концертом так не нервничаю, как сейчас настраивались пока. Знаю, что вы только что вернулись с записи челленджа и даже специально для него написали композицию. Вот по какому поводу вы записывали ролик? Буквально вот вчера ко мне позвонил прекрасный мой друг, композитор Арман Дюсенов, и он специально написал, ну, мы же творческие люди, понимаете, мы эмоциональные, мы чувствуем все вот на каком-то совершенно в другом измерении. И, конечно, композитор, который прекрасно пишет музыку, прекрасные песни, как вот Арман Дюсенов, наверное, его, ну, можно сказать, наверное, вдохновило это время. Наверное, и Арман в это печальное, грустное достаточно время для нас написал песню, которую посвятил своей земле, в которой говорится о том, что есть надежда, любовь, и она с нами. В этом челлендже будут участвовать, я думаю, ведущие певцы, артисты Казахстана. Я вижу, что вам в период карантина совсем не скучно. Вот как протекает ваш обычный день? Он вообще стал отличаться от того дня, когда еще не было карантина? Ну, конечно, все поменялось. Ну, я надеюсь, что это быстро закончится. Мы все надеемся на это, потому что все таки это некомфортно сидеть дома, хочется двигаться, хочется общаться больше с людьми и видеть глаза, видеть, ну, небо голубое. Вот. Не совсем комфортно, но есть время больше подумать о себе, подумать о жизни. У меня, например, я хотела бы открыть вам такой секрет. Мы не успели прорекламировать мой сольный концерт, который должен был состояться 20 мая. И мы были практически на 80% готовы к этому огромнейшему проекту. Джамиля, вы недавно провели свой концерт онлайн. Поделитесь, пожалуйста, вашими ощущениями. Может быть, чего-то вам не хватало? Ну, конечно же, не хватало зрителей, слушателей. Я еще раз повторюсь, наверное, глаз, аплодисментов. Но я все равно чувствовала, что меня очень многие смотрят, и, конечно, это не сравнить с настоящим концертом, когда ты выходишь на сцену, отдаешь свою энергию и получаешь энергию обратно. И получается вот такой красивый энергетический круговорот. Этого, наверное, мы не ощутим, но в любом случае мы от всего сердца, все артисты, которые делают вот под патронажем Министерства культуры этот прекрасный проект «Звезда на карантине», все от души, от всего сердца, с большим энтузиазмом готовятся к этим концертам и дают эти концерты. Джамиля, насколько вам, как творческому человеку, тяжело усидеть дома? Наверное, часто сейчас играете на скрипке. Ну, наверное, это и спасает. Вы знаете, если бы я не играла на скрипке, ну, наверное, пришлось бы только стоять у плиты. А здесь, получается, ты стоишь у плиты, готовишь своим родным, близким, и плюс еще между делом играешь на скрипке. И занимаешься, и готовишься к сольному концерту. Как однажды мне сказал, вот недавно мой друг сказал, ну ладно, не расстраивайся, что концерт отменился. Подготовишься лучше, качественнее. Джамиля, хочу вас попросить, может быть, вы для нас сыграете?
какой-нибудь маленький фрагмент, порадовать нас, творческую группу 31 канала, наших телезрителей? Вы знаете, ну вот скрипка, она наготове всегда лежит здесь уже в открытом виде, потому что ну, на самом деле занимаешься, работаешь над собой. Ну давайте я что-нибудь вам исполню. Вы так вообще, вы так виртуозно играете, Джамиля. Спасибо огромное. Все-таки вот скрипка такой инструмент, он очень волшебный. Не каждый его понимает, но тот, кто понимает, он очень ценит это. Я сейчас исполнила маленький отрывок с кюя Даулет Кирей, Туркмен Кюй называется, это один из моих любимых кюев. Он и прозвучит в моем сольном концерте, только уже, конечно же, с большим оркестром эстрадно-симфоническим под руководством Александра Белякова. То есть вообще в нашем концерте будет звучать очень много новой музыки и через призму новых аранжировок, таких современных, эстрадных, фанковых, с большим, огромным эстрадно-симфоническим оркестром во Дворце Республики. Сверять актуальные новости можно на казахстанских сайтах-новостниках. Весь Казнет теперь доступен бесплатно и безлимитно для домашнего интернета и тарифов яркий от Билайн. Билайн. Живи на яркой стороне. Я знаю, что в вашей жизни был период, когда вы постоянно путешествовали. Вот скажите, когда все закончится, куда в первую очередь вы купите билет? Ой, правда, на самом деле хочется больше двигаться, ездить в разные страны, общаться со своими друзьями, находить каких-то других новых друзей в своей жизни, много интересных людей. Ну, я надеюсь, я говорю еще раз, что этот период закончится, он не будет очень затяжным. Ну, куда бы я, наверное, съездила? Ну, может быть, в Европу. У меня очень много друзей в Грузии. Хочу вас спросить о семье. Сейчас наступил такой период, когда нельзя ходить друг к другу в гости. Как вы общаетесь с сыном? Как вы общаетесь со своими родными? Вы знаете, ну, вообще, конечно же, родители, я живу отдельно от родителей, родители живут в другом доме. Шамиль, мой сын, он живет со мной. Но на данный момент я его, если честно, отправила к родителям для того, чтобы он их развлекал, чтобы он за ними заботился. Почему? Потому что родители мои немного непослушные. Вообще люди вот уже взрослые, они вот как-то к этому относятся более спокойнее, чем мы. И поэтому у нас было очень много трений по этому поводу. Я запрещала выходить на улицу, сказала, что я вам привезу все продукты, только никуда не выходите. И долгое время вначале им было очень сложно смириться с этим. И Шамиль, он сейчас с ними, и он их успокаивает в этом плане, он их развлекает, он их где-то стимулирует на то, чтобы мама там что-то готовила ему, пекла там блинчики, пиццу и так далее. Вот. И также еще плюс к тому, сын мой тоже 20 лет, я его тоже понимаю, мальчишки молодые, сейчас весна, им тоже не хочется сидеть дома, и сложно ему усидеть. У меня с ним тоже было очень много таких серьезных разговоров, и я говорила о том, что тебе нужно беречь себя и беречь, конечно же, нас всех, чтобы не заразить, не сделать так, что мы заболели, и тем более в преклонном возрасте мои родители. Вы человек не просто творческий, вы из знаменитой династии музыкантов. Вот как музыка по жизни помогает вам? Ну, я не представляю жизни без инструмента, без скрипки. То есть я очень благодарна своим родителям,
потому что они отдали меня на этот прекрасный, сложнейший инструмент. И поначалу мне очень не хотелось этим заниматься, как все дети. Я спорила со своими родителями, но они все-таки меня убедили. Я благодарю вас, Джамиля, за прекрасный разговор. Спасибо, что нашли время. Я тоже очень рада встрече с вами. Очень вас люблю, и все, кто нас видит, видел, желаю всем, берегите себя, пожалуйста, и своих близких, родных. Люблю вас. Бәріміз Уйдемис выйдет в эфир завтра в это же время. Оставайтесь дома и берегите себя, а мы будем вдохновлять, помогать и делать это с радостью.